Человек может научиться upravлять своими снами. Сплю на животе. Я верю в то, что бывают вещи и сны. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Человек может научиться управлять своими снами. И если он научится управлять, он сможет убежать. А так, конечно, у большинства, наверное, потому что нам кошмары снятся не каждую ночь, к счастью. И у нас нет очень большого опыта. Если бы нам кошмары снились часто, мы бы научились управлять им. Я люблю прохладную обстановку, предпочитаю маленькую подушку, прохладную обстановку, да? То есть это ниже, чем, это не 24 градуса, это может быть 19-18 градусов. Сплю на животе. Для меня это комфортно. Я верю в то, что бывают вещи и сны. Поскольку сон — это результат, да, нашей результат деятельности нашего мозга за предыдущий день, и возможно, что наш мозг подсознательно прогнозирует предстоящие события, и вот этот прогноз выдает в виде сна. Таким образом, какие-то прогнозы могут сбываться, и мы считаем это вещими снами. Я так думаю. Лунатизм не опасен для домашних, но опасен для самого человека, поскольку он может удариться, упасть, выйти в окно. Я думаю, это признак счастья этого человека, если сериал интересный. Пожалуйста, надо наслаждаться этим сном. С точки зрения сомнологии, видимо, мозг, может быть, пытается что-то донести до человека, да? Какие-то знаки подать. Может быть, предупредить о чем-то. Вы знаете, что считается, что универсальные сонники неэффективны, их не бывает. Но есть понятие индивидуальный, да, сонник. То есть для каждого определенные знаки несут свой смысл. Я думаю, что этот человек может поразмышлять, почему так происходит, может быть, какие-то полезные знаки для себя увидит. Возможно, ортопеды дадут свои рекомендации. Для позвоночника, возможно, какая-то польза есть. Сомнология говорит, что если человеку нравится, он высыпается, пожалуйста, он может это делать. Но если ему некомфортно и он считает, что нужно спать на полу, тогда, конечно, не надо. Я, наверное, в Кыргызстане нету большого опыта, да, и прайсов, чтобы определенно сказать. Но я могу московские цены сказать. В Бишкеке они будут раз в 5 ниже, я думаю. Допустим, в Москве первичная консультация стоит 8 тысяч рублей, повторная стоит 5 тысяч рублей, обследование стоит в среднем 20 тысяч рублей. Если это храп сопной и нужен СИПАП-аппарат, допустим, он стоит где-то 80 тысяч рублей, да? Но в среднем около 100 тысяч обходится лечение. Но в Бишкеке, я думаю, что как минимум консультация может стоить 1000-1500 сомов. Поскольку качественная консультация по поводу расстройства сна, особенно если это бессонница, она может занимать около часа. Вот эти ощущения возникают, когда мы переходим из первой стадии сна, это такая дремота, да, и в поверхностный сон переходим, активность мозга перестраивается, и мы можем это чувствовать. И если мы в этот момент не проснулись, у нас уже начинается вторая стадия сна. Мы погружаемся, да, переходим в следующую стадию сна. Это просто момент перехода из одной стадии сна в другую. В норме человек не должен вставать в туалет, за исключением случаев, когда он много выпил жидкости, съел арбуз, да, очень много, допустим. Ноктурия – это симптом, когда человек встает ночью в туалет, часто бывает при расстройствах сна, особенно при храпе с остановками дыхания. Это нарушение гормонального фона,
то есть не вырабатывается натриево-уретический гормон, мочи становится больше, и возникает потребность идти в туалет. Мужчины, которые храпят, они встают минимум 1-2 раза за ночь. Я не могу сказать за всех сомнологов, но я верю в то, что заработок, профит, да, деньги, это должно быть приятным бонусом, но не основной целью. Не только сомнологии, но, наверное, любой деятельности, особенно деятельности врача. То есть я верю в то, что изменится мышление немножко, да, люди будут более серьезно относиться к своему сну, соответственно, лучше лечиться. Я буду со своей стороны стараться какие-то современные методы, да, делать доступными. И в итоге деньги будут приходить.